и он умирал от того, что он становился беспомощным и голодным, умирал голодной смертью. Но это если он дожил до старости, если его охотники не поймали. А здесь детям рассказывают про мамонта. Нет, сейчас к этим кубикам перейдем. Слонов убивать совершенно запрещено. А мамонта, слонов прям вообще запрещено. Нет, не запрещено. Их запрещено убивать, и международная конвенция, и значит слоны могут умирать только своей смертью, и только если слон так умер, его можно взять бивень и продать его. Только в этом случае можно взять бивень слона. А бивни мамонта, они у нас в мерзлоте сохранились, и сейчас есть люди, которые только этим и живут. Они добывают бивни из мерзлоты и продают их. О, я бы поставила на полку и хранил бы. Стоит это чрезвычайно дорого, некоторые люди... Браконьеры убивали. Слонов браконьеры, да. Сколько, конечно, убивают, это неизвестно. Вот. И иногда бивни слона выдают за бивни мамонта, которые можно добывать. Когда они это делают, то получается, что надо же их как-то отличить, специалисты должны понять, обманывают или не обманывают. И вот на поперечном срезе бивня мамонта и бивня слона есть такая сеточка, которая называется линией Шлёгера. Шлёгер. Если придем к этим кубикам, наверное, свет я вам сейчас покажу. Если в темноте мы пробовали смотреть, не видите. Вот сюда давайте на цветок. Возьмите все по кубику, только мне обратно потом все это вернете. А Мальчики! Это кость, да? Это сам кусочки бивня мамонта. Где? Вот кубики, которые вы дергали. Как воняют. Теперь посмотрите, А с одной из сторон можно увидеть вот такую сеточку. Да. Эта сеточка называется Я не линией нашла. Шлёгера. Вот. У тебя есть какой-то кусочки, у которых не видно. Возьми какой-нибудь другой. Или вот вот такие. смотри у меня. Видите, вот эти линии, это линии Шлёгера. Вот, вот, И вот в зависимости... Нет, это не то, это отпилено так. вот, пожалуйста. Вот это, да? Да, вот, верно. Вот. Вот если угол наклона у этих... Да. Вы знаете, что такое острый и тупой угол? Да. Так, Я тупой знаю, что угол, такое это что такое? Это угол, который тупой. Совсем А что такое прямой угол? Давайте. Прямой, Я вот там это сейчас прям- вам дальше объясню тогда. прямой, это вот такой. Ой, не падай. Пойдемте обратно. Падай, пожалуйста. Пожалуйста, падай. Могу одну сказать, что сложновато детям про науку рассказывать. Так вот, если вы здесь вот этой решеточке видите... Если вы видите острый угол, да? Острый угол. Это сколько градусов? Меньше 90 градусов. Ну, 45 будет, да? Нет, там ближе к 90 все-таки идет. То это будет бивень мамонта. А если угол тупой, больше 90 градусов, устали совсем, то это будет бивень слона. Чего бибер Вы поняли, нет? Запомнили? Да. Запомнили, наверное. Все. А когда? И вот как про цены. Бивни всегда делятся на сорта, на разные сорта. Вот 4 основных сорта, еще есть коллекционный сорт. Значит, 4-й сорт, он очень похож на простую кору дерева. На кору дерева. Вот А смотрите. вот эти вот 4-е сорта, 1-е сорта, это для чего? Для того, чтобы говорить... Продажи. Для продажи только. А не для того, что мамонт жил тот или иной период. Так, я прослушала вопрос. Ну, может быть, это все-таки относится к тому, что это мамонт жил тот или иной временной период. Я что-то как-то так и не поняла. Я хотел сказать, что вот сейчас мы идем в прямом эфире, да, телеканала Округ ТВ, и здесь вот я взял экскурсию для детей, и мне интересно, вот откуда вы, а спросил вопрос я о том, что может ли сорт мамонта означать возраст мамонта и когда он жил. Это совершенно не связано с тем, что какой вид, какая сохранность. Все зависит от того, где он лежал.
Если он долго лежал в мерзлоте, а потом, значит, выпал из грунта, например, в результате размораживания или чего-то, да, ну, грунты падают, когда мерзлота оттает. Соответственно, сколько времени он пролежит вне мерзлоты, будет зависеть, как он сохранился. Буквально полгода, год, и он превращается из первого сорта, может превратиться совершенно в кору. Если ветер, если бактерии, если солнце, если его быстро не нашли и не сохранили, тогда он станет щепкой. То есть сорт этот дает право говорить о том, что можно, как его можно применять, да? То есть это природное свойство. Соответственно, вот такой сорт может стоить 100-500 рублей всего за килограмм. А из него что можно сделать? Ну, Рельефные изделия. а кушать? Кушать его. Ну, Бивень кушать. Ну, Не надо их кушать. А вот такой уже, это уже идет речь о сотнях тысяч за килограмм. а в чем основной аспект вот этой сортности? В чем, для чего это? Целостность. Да. Целостность. Из него можно только фигуры делать, да, произведение искусства. Произведение искусства в основном, конечно. Но сырье дорогое и полный аналог бивня слона и чрезвычайно популярен. Запасы еще оцениваются 500 тысяч тонн ориентировочно. Ну, конечно, они такие очень приблизительные, расчетные. То есть, если в Якутии официально добывают в год 1000 тонн, те, кто прямо официально регистрирует документы, получают лицензию на добычу, сколько нелегально добывается, тоже неизвестно. Но получается, нам еще на 500 лет вперед должно хватить этих запасов, чтобы их добывать и продавать. А представьте себе, откуда вы? Я заведующая лабораторией технологии добычи и переработки сырья мамонтовой фауны Якутского научного центра «Саран». Вот И как вас зовут? Наша Лема Петухова Евгения Спартаковна, кандидат технических наук, заведующая лабораторией. Ну, что могу сказать, экскурсии для детей, да, научные сотрудники высшего ранга проводят. Но все-таки я продолжу наш разговор. Это правда, что практически в республике залежи мамонта все находятся, где-то процентов 70, да? Да, где-то оценочные подсчеты, 70-80% бивня мамонта всего, которые есть, находятся на территории республики. И наука в этом плане, что должна, вот в вашей лаборатории, что она делает, да? Я вот вижу, да? Основная ее цель сохранить, изучить, или же все-таки найти технологию, которая бы позволила контролировать такие полезные ископаемые? Моя лаборатория имеет очень прикладной характер, очень прикладной. У нас одна из задач, например, является разработка способа сохранения сырья и изделий. Вот, к примеру, мы провели климатические испытания, через сколько бивень на открытом пространстве останется сохранным. Мы хранили его в разных условиях, вот в стандартных условиях, которые в принципе существуют, да? Просто в помещение при комнатной температуре. При температуре минус 10 это как бы или в подвал положили в мороз, либо в холодильник положили, это распространенно. Потом неотапливаемое помещение, например, в гараж, кто-то закинул в гараж и на улице оставил. Просто если он лежит, ну это имитирует уже природные условия. И вот как очень распространено, как только добыли, сразу обернули в полиэтиленовую пленку. И посмотрели вот растрескивание. Полгода мы выставляли образцы, которые в помещении, в общем-то, хранились и в условиях, и в полиэтиленовой пленке, казалось бы, сначала нормально сохранились. А потом, чуть позже, когда начали они лежать, вот это на улице, на открытом воздухе, трещины появились уже после 1 месяца, как они там полежали. А к концу 6-месячного периода они практически полностью расслоились. И это. Ну, на данном этапе рекомендуемый был хранить это при отрицательной температуре. То есть вы сделали открытие о том, что мамонты надо... Открытие, мы просто, это как бы предпосылки к тому, чтобы разработать хороший метод. Это только предпосылки. Потом мы хорошо... То есть холодильники надо... Ну, лучше всего сохраняется в холодильнике. Потом мы посмотрели это под микроскопом, показалось вообще все условия, все равно рано или поздно растрескивается материал. То есть надо еще что-то думать, чтобы его сохранить на сотни лет, а не чтобы не с полгода превратить в год, а
Ну вот чтобы изделие хранилось вечно, нам надо вот все это придумать. Вот То есть вы предполагаете, что ваша лаборатория разработает метод, который позволит добывать мамонтовую кость и хранить ее очень долго. очень долго, Без то есть разрушения. и производить так бы, как называемую добычу в промышленных масштабах круглый год, да? Ну, ученые, мы надеемся, что наши методики просто кто-то будет использовать. Мы их, безусловно, будем рекламировать и предлагать, и патентовать, но не всегда все это получается. Вот еще результаты по некоторым микрозаражениям, разные способы хранения. Почему они не рекомендуем в пленке хранить вообще? Под пленкой страшно размножаются микроорганизмы. Вот настолько зараженный образец, вот одинаковое время они стояли, пошли бактерии, и вот то, что хранилось под пленкой, имело вот такой вот вид. Страшно большая популяция микроорганизмов, микроорганизмы попадают в щели, биомасса их растет, и материал. И здесь сразу спрашивают, если можно хранить в холодильнике в пленке, или же его надо хранить как его надо хранить? Оборачивать данную мамонтовую кость, или же просто как мясо, которое, почему-то в холодильнике она обветривается. Очень важно, чтобы влажность материала тоже не изменялась. То есть влажность в помещении тоже должна быть стабильной. В холодильнике как раз движение воздуха присутствует, поэтому все-таки лучше изолировать. Можно не в пленку, а в коробочку или в пакетик просто положить, чтобы движения воздуха не было в хранилище. То есть, например, ледник в Усть-Иле, в Титарах есть, да? Можно туда и положил и закрыл, нет? Да, примерно так. Движение воздуха не должно. Дальше у нас в лаборатории, вот это мы просто приспосабливаем современные 3D-технологии, чтобы производить серийную продукцию из низкого качества сырья. То есть вы уже даете рекомендации, при какой технологии что можно делать? Соответственно, мы взяли... При каком материале что можно делать? Да, из сорта. Режимы подбирали. Значит, мы создали модель с методом сканирования, с нуля модель была создана. Вот методом пятисевого фрезерования получали готовые изделия. Значит, трудоемкость процесса, если бы вручную делали, у нас мастер в лаборатории есть, он делал, допустим, такую фигурку в общем и целом 24 часа, используя эту методику, получится, это еще скромненько, 8 часов где-то уходит, 4-8 часов, чтобы изготовить фигурку. Но сами модели, конечно, трудоемко создавать. Если у вас уже появилась модель, которую вы хотите тиражировать, тогда, конечно, все значительно ускоряется. То есть вы еще и разрабатываете, чтобы на территории... Мы просто приспосабливаем имеющиеся технологии. Они давно используются для деревообработки, металлообработки. Просто кость, он специфический материал. Надо добиться, чтобы не перегревалось. Надо добиться, чтобы было довольно высокое качество поверхности, не требующее дополнительной обработки. То есть это шаг, это скорость, это даже место, откуда будет подана фреза, 0 найти. Если она сместится, то все, изделие уже не получится. Это тоже была такая непростая задачка для моих ребят. Я правильно понял, что все-таки это одно из будущих промышленных производств республики? Если люди пойдут навстречу, вы понимаете, все очень ценят ручной труд, безусловно. И вот труд по созданию художественных изделий – это прерогатива художников. Никто другой не имеет права посягать на такую область. И я очень часто слышала о том, что почему вы там хлеб собрались отобрать. А мы как раз и позиционируем, что это серийные изделия, которые будут стоить дешевле, из более дешевого сырья сделаны. Безусловно, художник, мы не будем конкурировать с художниками, которые свои индивидуальные произведения делают, а только способствовать какой-то снижению трудоемкости. На самом деле такое предприятие уже пытаются открыть, на данном этапе я пока про него говорить не буду. Скоро открытие, я там буду присутствовать, посмотрим. То есть вы разрабатываете методики, которые позволяют Республике Саха-Якутия создать на экспорт? Думаю только о методике. Пока не только стесняетесь, я так понимаю. То есть программное обеспечение подобрано, режимы подобраны, в общем-то, можно уже и запускать и создавать производство. Вот. Третья часть у меня касается поиска и добычи. Наверное, знаете, что очень варварским методом сейчас добывают. Да? Вообще, по идее, по закону запрещено копать мерзлоту.
потому что очень шаткая экосистема, любые нарушения покрова, мерзлоты приводят к ее оттаиванию и нарушению всей экосистемы вокруг. Что делают современные добытчики, промысловики? Берут, покупают мощные водопомпы, садятся, ставят ее, размывать склон какой-нибудь, садятся пить чай, и через некоторое время у них там пещеры глубиной десятки метров. Очень глубоко внутрь размывают. Это, безусловно, запрещено, это нелегально. Потом вообще наше законодательство разрешает добывать только те, которые сами выпали на поверхность валяется. Это вот идешь, он лежит, ты его взял. Очень часто получается, что обнажаются именно бивни и другие кости на берегу рек, водоемов, озер, потому что там больше оттает, влияет вода, стекает туда вода, обваливается, и на этих местах обнажается. И большая часть, безусловно, падает в воду. Так что, пожары у нас такие большие, сейчас откроют... В тундре нет пожаров. Там только в тундре, да? Мамонтовая кость, вряд ли, я думаю, везде. Нет, и находят в Центральной России. Почему в Центральной Якутии? Почему находят? Потому что территория более обжита человеком. Так-то получается, на вид кажется, там карта будет, на вид кажется, что их больше находок в этих местах. Просто потому что там люди есть, которые копают. В общем, вот у нас в лаборатории метод георадиолокации для поиска бивней с поверхности воды, утопленных в воде. Эксперименты проведены, данные получены. Тоже рассчитываем где-то в следующем году запатентовать методику. То есть ваш институт уже готов к тому, что мы можем иметь новую отрасль народного хозяйства. Я бы так сказал, конечно. У нас маленькая молодежная лаборатория. Наш средний возраст 31 год. Ученый считается молодым до тех пор, пока ему не исполнилось 39 лет, и мы должны держать средний возраст не более 39 лет. Работаем 2 года, грубо говоря. Спасибо, до скорой встречи. Спасибо. Какой заинтересованный слушатель. Интересно, Я не просто заинтересованный слушатель.